Животный мир нашей республики многообразен. Связано это, по словам доцента, кандидата биологических наук Асламбека Бадхиева, с тем, что в регионе есть разные природные зоны – степная, лесостепная и пояса – лесной, альпийский и снежный. Все животные, обитающие на территории республики, изучаются зоологами Ингушского государственного университета на летних экскурсиях по сбору исследовательского материала. К примеру, из класса млекопитающих известно на сегодняшний день 78 видов. Животные из отряда рукокрылых известны чуть менее, по причине того, что ареал их обитания – это труднодоступные районы республики, а вот о хищниках ученые знают практически все. Кстати, об одном из хищных животных – кавказской выдре – мы поговорим сегодня. Внешне этот представитель напоминает куницу или норку. Имеет этот зверек удлиненное тело, является активным охотником и относится к семейству куньих. Водится выдра на Западном Кавказе. Встречается на Кубани и у нас в республике, рассказывает Асламбек Магомедович. Выдра очень интересное животное, относится к экологической группе полуводных и водных. Это значит, что она приспособлена к обитанию на берегу водоемов, и водоем – это ее родная стихия, поскольку специализация выдры – это питание рыбой. Ну и, естественно, адаптации у выдры соответствует. Мы знаем, что у нее между пальцами перепонки находятся, да, широкие. Если вы не раз видели выдру, какая она гидродинамичная, да? Вот. Но, тем не менее, это ловкий, проворный, сильный хищник. Длина тела выдры с хвостом составляет 120 сантиметров. Взрослые особи весят от 5 до 9,5 килограммов. Тело покрывает плотный, ровный и низкий волосяной покров. Спина зверька окрашена светло-коричневого цвета. На брюшке более светлый с красивым серебристым отливом. В рационе кавказской выдры рыба составляет почти 80%. Зверь питается лягушками, раками, амфибиями, нередко нападает на грызунов и птиц. Так вот, выдра у нас распространена в бассейне реки Сунжи. Она по реке Сунжи встречается, начиная от теперь уже город, да, Сунжа. Вот. И вдоль этой реки, значит, идет примерно, ну вот, собственно говоря, до Назрани. И это не только нами констатировано. Точки находок, значит, по реке Сунжи в окрестностях Назрань, они в карте выдающегося зоолога Николая Кузьмича Верещагина. Притоки по Ассе наиболее, по нашему мнению, высокая частота встречаемости, хотя вид редкий, должен заметить, и численность на длительное время снижалась, особенно последние 40 лет, 50 лет. Кавказская выдра относится к редким видам животных, и поэтому встретить ее можно и в Красной книге Ингушетии. И по словам Асламбека Магомедовича, если не принять меры, выдра может перейти в категорию исчезнувших животных. Причиной, во-первых, длительная, массовая, в течение многих десятилетий вырубка прибрежных лесов. Ведь выдре, для того, чтобы она чувствовала себя нормально, могла в безопасности, значит, строить в берегах свои норы, и, собственно, как виду, ей необходимо, чтобы берега были лесистые. Другая, не менее важная, а может и более важная причина – это уменьшение кормовых ресурсов. Дело в том, что мы все знаем, экология окружающей среды все хуже и хуже по причине загрязнения, в первую очередь, водных ресурсов, бытовые стоки, недостаточная очистка, значит, коммунальных стоков. Это доказано, есть многие работы, сейчас это большая проблема. Загрязнение водной среды, особенно Сунжи, в первую очередь, главные артерии, это уменьшение возможности обитания рыбы. Увеличить популяцию кавказской выдры мы можем только общими усилиями. И важным шагом станет не загрязнять наши реки и территории возле них, сажать побольше деревьев. Поэтому за выдрой вот сейчас и за нашей выдрой в нашей республике отмечены какие особенности. Она начинает мигрировать, переселяться. Они, так сказать, достаточно мобильные, и это общая тенденция на Северном Кавказе. Меняют места своего обитания, переселяются иногда на довольно значительное расстояние. Это может быть многие десятки километров на те реки или водоемы, где они находят возможность для пропитания. Заботиться об этом зверьке очень важно, поскольку выдра выполняет важную роль экологии региона. В первую очередь, конечно, известные факты. Это хищники добывают
менее приспособленных, генетически, допустим, несовершенных, имеющих какие-то отклонения от нормы развития животных. Для выдры то же самое. Влияние на состояние популяции рыб, в этом заключается. Влияние на популяции амфибий и рептилий, в этом заключается. Ну и, конечно, не надо забывать, что выдра, она, строя свои норы в берегах рек, часто их бросает, переселяется в новые, более кормные места. А эти норы, они используются другими животными. В биогеоценозе так все завязано, что жизнедеятельность одних видов, в том числе и выдры, служит основанием и возможностью для обитания, для возможности существования, для оптимальности своего существования жизни других видов. Выдра кавказская – довольно скрытное животное, ведущее сумеречный образ жизни. Они наделены высокой чувствительностью, слух, обоняние и зрение – надежные помощники в самых сложных ситуациях. Кавказская выдра занесена в Красную книгу России в 2001 году и в Красной книге регионов России, в частности, в нашей республике. Она находится под охраной заповедника Эрзим, так как является пушным зверьком. И ее сохранение, ее генофонда имеет большое значение.